Хлеб всему голова. Не будем шиковать. Чуть-чуть немножко. И мы перестали есть курицу. Нифига себе. Ой, Может, мы снимаем, как подростки? Не, я вас не снимаю. Одного яйца не хватает, но как советское. Привет, Вера Лайф на канале. Сегодня у нас будет закупка. Мы сегодня купим самые необходимые продукты. Вперед за мной! Так, это мясо мне обошлось 615, а само мясо килограмм 752 рубля. Сейчас мы идем за овощами, закупимся необходимыми овощами. Не будем шиковать, чуть-чуть немножко. Что будешь брать? Картошку? Картошку килограмм возьму. Килограмм картошки. Морковку еще? Примерно так. Лук еще, да? Так. Килограмм. Так, килограмм лука. Это сколько, интересно, да? 3, Штук 6 4, средних. 5. Вот так, да? Ага. И морковки. Килограммчик. Сколько? Сейчас кто-нибудь за меня за это. Вот так хватит мне, да? Да, вполне. Вот так с ним. Ага. Не, я вас не снимаю. А нет, тут а сколько килограмм стоит? По 80. 80, 80 рублей. Нифига себе. Ой, у тебя глаз ломаши. Да? Так, морковка почем? По 100 рублей килограмм. А это лук? Лук по 70 По килограмм. 70. Пожалуйста. 100 рублей вышло. Да нормально. На 300 рублей. Угу. Два магазина. Есть солнечная помада, есть вот 25 часов. Ну, мы обычно 25 часов молоко покупаем. Там белорусское хорошее молоко. У нас уже зима. Снег уже прошел, но уже растаял. Кстати. Зима близко. А вон японский дом. Где наш японский дом? Вон наш японский домик. Вот такой он. Это маленький магазинчик, в который мы обычно ходим. После работы идем и закупаемся. Что сейчас без... Хотя можно купить дешевле где. Но это надо специальное время. А так, когда с работы идешь, быстренько скупилась и пошла домой. Хлеб купить, молоко, 1 десяток яиц, макароны, рис, масло растительное, сахар. Очень много. Ты корзину или тележку? Корзинка есть, да? Анинская. Давай возьмем по 114, да? Угу. 114. Анинское молоко. Берем якутскую птицефабрику. Яйца тут лучше. Точнее, реклама, да? Птицефабрики. Шутка. Хлебокомбинат 57 рублей. А яйца сколько? 7. 127 есть. Потом мы берем килограмм сахара 89,90. Ну, на 119 тут разница. Мы будем брать вот такой рис. Это сколько? Килограмм риса 86 рублей. Да? Это что еще будет? Макароны. Макароны что? Макро берем 73 рубля. Бантики по 86.
Такие-то недорогие, вот по 63 можно, да? Ага. 63 рожки. Итого. Итого мы закупились на 1600 примерно рублей. Плюс еще молоко 144 рубля. Я в синем магазине белорусском молоко купила. Все. Всем привет! Мы находимся в Нью-Йорке, в Квинсе, район Кью-Гарден. И сегодня мы идем не просто гулять, а выполнять ценное указание. А именно покупать самые базовые продукты. И чтобы для чистоты эксперимента мы будем покупать продукты прямо в 3 минутах ходьбы от нас. Почему вообще мы решили снимать это видео? Потому что Якутск считается одним из самых дорогих по базовой продуктовой корзине городом нашей России. И Нью-Йорк также считается одним из самых дорогих штатов. Поэтому, я думаю, интересно будет сравнить цены в Нью-Йорке и в Якутске. И мы специально не будем идти в самый такой какой-то крутой либо оптовый магазин, а пойдем в самый обычный, который находится, как я уже сказала, рядом с нашим домом. Там можно купить все. И овощи, и фрукты, и мясо. Все сразу. Покажите наш район. Да, у нас довольно-таки спальный район. Здесь большая часть это частный сектор, частные дома. Ну и многоквартирных домов не так много, как по остальному другому Нью-Йорку. У нас рядом с домом есть мексиканская кафешка, японская кафешка. Очень удобно, в принципе. Здесь как дешевый магазин с всякими хозяйственными товарами. Наш мини-хозмаркет. Кафе открываются где-то после обеда. Уже все готовятся к Хэллоуину. Мы специально пошли утром носить магазин, когда все должны быть на работе. Так, я сам увидел. Овощи хранятся здесь. Вот наш список. Как видно, не видно, самых базовых продуктов. То есть яйца, мясо, макароны, рис, масло, лук репчатый, морковка, картошка и сахар. Так, ну мы возьмем, наверное, можно купить сразу мешок. Здесь у нас сколько? Вот тут сразу в килограммах. То есть 2,27. Обычно они пишут в паундах. Стоит килограмм будет стоить где-то $1,5. Потому что $3 стоит килограмм. 2 килограмма. Я не знаю, это килограмм, 5 луковиц. Упаковку можно купить 100. $6, 2,5 килограмма примерно. Это выходит $3, около $3 килограмм. Килограмм. Ну, у нас растительное масло идет подсолнечное, здесь с этим посложнее. Мы обычно берем канольное масло, это вот самое, как, наверное, наша, самое дешевое масло. Sunny Gold.
Вот это что-то типа Sunny Gold, дешевое масло. Тут у нас сколько литров? 2, ну почти литр, 1,8. 1,8. $7.49. Масло дорогое. Но есть дешевле, но они уже... Просто я беру, что обычно. Так. Здесь все делится на вырез. Вот, показали там кусок, стандартный кусок, наверное, как у нас у всех. Это где-то примерно 400 грамм, стоит $5. Получается, килограмм $10. И мы должны взять примерно 2. Вот 2 кусочка. Вот. Макароны, рис. Макароны, рис, нам прав. Так, у нас дома есть круглозерный рис. И мы, наверное, возьмем длиннозерный. Потому что у нас дома мешок 10-килограммового риса круглозерного. Мы все оптом покупаем. Настоящий американ. Поэтому возьмем маленький длиннозерный. Да, 3,99 килограмм. Вот 2 ЛБ, это как раз килограмм. Вот точно так же, как у нас можно купить корейские рамёнчики. У нас магазин Тим Гришит. Тоже можно не найти ценники. Вот, есть ценники на... Вот этот ценник на упаковку. Вот ценники. $1.99, $2.50. Ну, тоже как-то разнобойно. Ценники находятся, они к ним не относятся. Вот этот, это на такойке вообще цена, которых нет. Ладно. В Америке очень дешево питаться курицей. Прям, очень дешево. И мы перестали есть курицу. Куриные ножки. Килограмм будет стоить... Сколько тут? Около $5, скажи, 5. В общем, вот это вот упаковочка. Тут килограмм 200 где-то. Они стоят $6. Есть магазины еще где дешевле. У нас не прям такие очень низкие цены, не очень высокие, такие максимально стандартные. Скидок-то как таковых нету тоже, как, например, бывает в других магазинах более сетевых, когда там скидки дня и тому подобное. Здесь таких скидок нету, поэтому максимально прозрачно. Каких у нас макарон дома нет? У нас есть спагетти. Перья есть, да? Нет. Тогда возьмем перья. Одну пачку. 3 пачки стоят $4, получается, одна пачка будет стоить $1.78. Ну, то, что, в принципе, у нас, наверное, есть, потому что остальные уже какие-то что-то богато, органические. Так, сахар. Вы видели сахар? Сахар. Шли мимо сахара. Да, вот. Килограмм сахара. Тростниковый сахар. Вот как наш обычный сахар, например. Я не знаю, мне написали в списке всего по килограмм. Как высчитывать килограммы здесь, потому что тут все не в килограммах, опять 1,8. Килограмм новых тут, наверное, не будет. Да, ну ладно, возьмем. Так, что у нас еще? Муки нету. Странно. Обычно в базовых списках сюда есть мука. $1.89. Примерно 3,2 как наш. Тут тоже небольшая загвоздка. Нету яиц. Мне написали десяток, но здесь все продается дюжинами. И мне написали, какой размер. Ну, наверное, мы возьмем медиум, стандарт. Всегда проверяем срок годности. Так, ноябрь 17-го. Подальше обычно у нас мясо. Такое посвежее. Мой лайфхак сегодня работает? Да. Видимо, они все новые. Так, проверяем все яйца. Потому что обычно иногда бывает, что тут одного яйца не хватает. Бывало один раз. Наша продуктовая корзина собрана. Вот цены примерно. Сколько стоит пепси?
Пепси $3.29, это 2 литра. По-моему, в Якутске то же самое сейчас. А, вот акция. $2.5 стоит. Тут, даже несмотря на то, что здесь написано, что за 2, даже если ты одну покупаешь. Я думала раньше, что обязательно нужно покупать 2 колы, чтобы купить ее за $5. Нет. Можно купить одну, и она будет все равно стоить $2.5. И не обязательно покупать 2. Грань. Специально под наше видео тут сделали небольшую перестановку. Стало все более удобно. Раньше как-то чипсы неудобно стояли. То есть не было вот так вот. Все понятно. Вот сейчас. Вот знаменитые американские готовые обеды, про которые говорят, что американцы ими питаются днем и ночью. Я лично очень редко вижу, чтобы они покупали что-то подобное. И вафли тоже, которые в тостере готовятся. Ни разу не пробовал. Очень странные дела. Очень странные дела, да. Она любила 11 вафлей. Сколько? $2.5. 350 рублей. Ну, грубо говоря, сейчас курс, по-моему, очень высокий. Сколько? Мороженое Монти есть. Упаковками продается. Поштучно. Поштучно тоже есть, но не здесь. Обычно бывает, поштучно продаются маленькие на палочках. Да, можно купить, но не так часто. Обычно, да, продаются упаковками. Вот. По 6 штук, но они мини здесь, такие совсем маленькие, для тех, кто на диете. Вот, это мое самое любимое мороженое. Так, где я люблю я люблю мороженое с изюмом. И вот есть мороженое ром с изюмом. Сочетание прекрасное. И пекан. Цена $4 за упаковку, но это довольно-таки дорого. Иногда бывает дешевле. Можно покупать, конечно, большими, но именно моих любимых вкусов таких больших нет. Ну и цена не прям так уж отличается. Покупать большие. Настоящее мороженое. Я не знаю, советское я не пробовала, но мне кажется, оно как советское. Ну тут за мороженое, кстати, можно найти не только американскую кухню, вот еще также есть китайские. Тут, по-моему, еще есть корейские кимпабы. Вот дамплинги с кимчи, индийская кухня, вот, корейская тоже. То есть не только американскую, но с приготовлением здесь можно найти аккуратно. Чипсы бывают. Для молодежи. Посмотрим, сколько стоят чипсы. 3 упаковки Принглса стоит $7. Получается 7 разделить на 3, 2,33 будет стоить. Одна это 230 рублей. В принципе, очень даже дешево. А вот лейс. 2,99. Большой лейс. Попкорны. Сколько стоит? $2.5. Может, мы снимаем как подростки какой-то чисто снеки, попкорн. Но зато мы купили вот взрослую корзину. Хлеб всему голова. Нужно найти багет свежий. Свежий хлеб есть, его можно купить, но он там в кассе находится. По-моему, прям как у нас буханки нету там, да? Хлеба обычно такие, но мы такие не едим, поэтому, 4,50. Обычно, если мы берем хлеб, мы берем багет. Он стоит где-то $2.5 один большой багет. Хотите, покажу вам 18+, сколько стоит. Наша миссия выполнена. Мы купили все продукты по заявленному списку. И сейчас мы сделаем небольшой обзор на них. Но у нас есть небольшой казус, проблема, как это назвать. В общем, есть топографический кретинизм, а у нас, кажется, весовой кретинизм, потому что мы неправильно взвесили. Мы же взвешивали наши продукты рукой на глаз и чуть-чуть ошиблись, потому что морковка у нас вышла по факту где-то грамм 600, лук грамм 800,
И учитывая, что картошки у нас 2,5 килограмма и сахар большой 2 килограмма. Поэтому я подумала и решила, что будет более честно сказать цены, как бы они стоили, если бы мы бы придерживались того списка, который у нас есть. Мы купили дюжину яиц, но если бы здесь был десяток яиц, то он стоил бы $3,5. Мясо, говядина, $10 за килограмм. Макароны Барилла. Выйди на меня. Макароны $1.67. Рис килограмм $4, ну 3,99, 4. Масло растительное 7,50. Но тут я не стала прям цифра в цифру. Тут вообще литр 200, но ладно. Литр $7,5. Лук репчатый, так же как и морковка, $2 за килограмм. Картошка $1,5. И сахар 2,8 за килограмм. Вот. И если бы все было бы четко по списку, то у нас вышло бы $35. Но по факту по чеку у нас вышло 43,29. Я, кстати, заметила, что мы не заплатили ни одного цента налога. И мне стало интересно, почему. Я искала здесь графу налога, но не нашла. Оказывается, у нас нет ни одного продукта, который облагался бы налогом, так как они все являются продуктами первой необходимости. То есть мы не купили ни одного продукта, за который мы заплатили бы налог. Что у нас очень выгодная покупка. $43 по сегодняшнему курсу 96,60 у нас вышло бы в рублях 4153 рубля. $43. То есть если четко по чеку, вышло бы так. Не знаю, дорого это или дешево, но могу сказать, что для Нью-Йорка это довольно-таки недорого, очень даже недорого, потому что минимальная зарплата у нас $15, но по факту $15 мало кто получает. Ну, точнее, из моих знакомых никто по этой ставке не работает. В основном, люди зарабатывают повыше. У нас, например, зарплата в час 20-40, но если после вычета налогов, то примерно $18,5, около того. И это очень маленькая зарплата. Но при этом, если мы отработаем один человек 2,5 часа, то может купить эти продукты, но я думаю, на несколько дней хватит. Вот. Так что, вы сами смотрите, как эксперимент удался или нет. Я не знаю, сколько получилась эта корзина в Якутске. Всем пока!